привет! Мы рады вас приветствовать на нашем канале «Словенское дело». И сегодня мы вам расскажем о 10 ложных друзьях переводчика в хорватском языке. Значения некоторых слов хорватского языка совпадают со значением ложных друзей переводчика в славянском языке. И это, например, такие слова, как «срака» или «понос». О них мы не будем сегодня говорить. Если вы еще не смотрели видео о ложных друзьях переводчика в славянском языке, то обязательно посмотрите, ссылку вы найдете в описании. Там как раз будут упомянуты эти слова. А сегодня мы начнем сразу с 3 слов. Речь, слово и говор. Почему же именно с этих 3 слов? Да потому что именно в этих словах очень легко запутаться. Итак, слово по-хорватски значит буква, речь значит слово, а говор значит речь. Вот такая вот путаница. 4 слово шутьете, которое похоже на русское шутить, особенно в личных формах этого глагола и в императиве. Например, ты шутишь, то есть второе лицо единственного числа, и шути – это форма императива. Но не обольщайтесь, если вам вдруг скажут по-хорватски «шути». Это вовсе не значит, что собеседнику нравится ваше чувство юмора. Это значит, что вас таким образом просят помолчать. Потому что «шутите» по-хорватски значит «молчать». Следующее слово «пукнути». Например, скажу по-хорватски такое предложение. «Пукнула сам от смеха». Это, конечно же, не значит, что я пукнула от смеха. Это переводится как «я лопнула от смеха». Итак, «пукнути» по-хорватски значит «лопнуть». 6 слово «лес». Например, хорватское предложение «човек лежи у лесу» говорит о том, что человек лежит где? А нет, не в лесу. Этот человек лежит в гробу. Жутковато как-то, да? 7 слово «младенцы». Как вы уже поняли, это, конечно же, никакие не младенцы. Младенцы – это молодожены. 8 слово «пропасти». «Не садись на этот стул, а то пропадешь!» – сказал мне однажды мой муж. Я прямо представила, как я сажусь на стул и исчезаю. Что же имел в виду мой муж? Дело в том, что пропасти на хорватском значит провалиться. И как вы уже поняли, причиной этой забавной ошибки была интерференция хорватского языка. И последние 2 слова на сегодня – вредан и користан. Ох, и сколько же я слышала историй о том, как русскоязычная девушка вышла замуж за хорвата. Он ее, значит, приводит домой, а спустя некоторое время его мама ему и говорит: «Имаш тако вредну и корисну жену». Девушка, услышав такое, приходит в негодование. «Это я-то вредная и корыстная? Да ты на себя посмотри, Грымза старая!» А муж ей: «Дорогая, ну ты чего? Мама же тебя похвалила». И действительно похвалила, потому что вредан на хорватском значит ценный, а користан – полезный. Друзья, на сегодня это все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальцы вверх, пишите в комментариях впечатления от этого видео. Можете поддержать нас на Патреоне или просто делиться этим видео в соцсетях со своими друзьями. Пусть они тоже знают, что учить славянские языки – это весело. Увидимся с вами в следующих видео. Пока! Bog svima! Dobrodošli na naš kanal Slovensko djelo. Danas ćemo govoriti o lažnim prijateljima u ruskom i hrvatskom jeziku. Započet ćemo odmah s 3 riječi. Slova, riječ i govor. Zašto upravo od tih riječi? Zato jer u njima lako možete zapetljati. Dakle, slova na ruskom znači riječ znači govor, a govor na ruskom je kao podjedinica dijalekta. 4. riječ je šutit, koja je slična hrvatskoj riječi šutiti. Osobita u imperativu i u osobnim oblicima.
Na primjer, ti šutiš, to je drugo lice jednine, i šuti u imperativu. Nemojte zamjeriti ako vam netko reče šuti. To uopće ne znači da netko želi da začepite, nego mu se sviđa vaš smisao za humor, jer šutit na ruskom znači šaliti se. Sljedeća riječ je puknut. Nemojte reći Rusu da ste puknuli od smijeha, jer puknut na ruskom znači prgnuti. Makar nije da i to nije moguće. Šesta riječ je les. Na primjer, rečenica čovjek leži v lesu znači da čovjek leži u šumi. Les je na ruskom šuma. Sedma riječ je mladenec. Kako ste već shvatili, to uopće nema veze s mladencima. Mladenec na ruskom znači dojenče. Osma riječ je propast. Propast na ruskom znači nestati. Zato mi je uvijek smiješno kada mi muž na ruskom kaže "ni sadись, a to propadeš". Na ruskom to zvuči kao "nemoj sjesti jer ćeš nestati". I zadnje dvije riječi za danas, vrijedni i korisni. Čula sam puno priča o tome kako se neka ruskojezična djevojka udala za Hrvata, pa on ju je doveo kući i nakon nekog vremena bi mu njegova majka rekla: "Imaš tako vrijednu i korisnu ženu." Čuvši to, djevojka bi se počela ljutiti. "Ja sam vrijedna i korisna, sebe pogledaj, vješčica stara." Na što bi joj muž rekao: "Draga, zašto se ljutiš? Pa mama te pohvalila." Zašto se je djevojka tako ljutila? Naime, vrijedni na ruskom znači štetan, odnosno u ovom kontekstu onaj kome se nikad ništa ne sviđa. A korisni znači koristoljubiv. Prijatelji, to je to za danas. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Ostavite palac gore. Pišite u komentarima svoje dojmove. Možete nam pružiti podršku na Patreonu. I obavezno dijelite ovaj video na društvenim mrežama sa svojimi prijateljima. Neka oni isto znaju kako je zabavno učiti slavenske jezike. Bog!